Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Главный небоскреб региона. Рамзан Кадыров обсудил архитектурные решения самого амбициозного проекта Чеченской Республики Ахмат-Тауэр. Выборы и защита населения от деструктивной информации. Адам Делимханов провел совещание в Урспартановском районе. Увидеть все лично и рассказать правду. Это третий раз, когда я посещаю университет СНАВы. Я вижу, что с каждым разом он улучшается. Чеченскую республику с многодневным визитом посетили Риттер Скотт и Гарланд Никсон. О программе гостей из Америки в нашем выпуске. В Грозном возобновилось строительство уникального небоскреба Ахмат-Тауэр. Это более 100 этажей и архитектура, вдохновленная чеченскими родовыми башнями. Проект обещает быть новой эрой для субъекта. Рамзану Кадырову рассказали, какие инновации делают его беспрецедентным для всей Европы. О деталях расскажет моя коллега. 435 метров в высоту, более 100 этажей и архитектура, вдохновленная чеченскими родовыми башнями. Внутри разместится буквально город в городе. От пятизвездочного отеля и офисов до панорамных ресторанов и музея. Многофункциональный высотный комплекс Ахмат-Тауэр назван в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Строительство комплекса выходит на принципиально новый уровень. Это сверхсложный и беспрецедентный по своим масштабам проект. Однако для команды Кадырова нет ничего невозможного. Главе региона представили обновленную стратегию перепроектировки объекта. ودين جادو حول ثاني طبعا خلدو شو مشتاق بانديميا يوفرت وامش ملا خنزام جين يليروي طبعا أبروتشينتي перепроектируйте еще башни таюлу кичем би эл поручение сутя бол биниру пел бота анвар сайд мамад ки индери дубо бустабинек да зона еще перепроектирование да адаптации да воевяш контроль еще мосуавара кичем зона дорожная карта концепт шаги сайд мамад Общий срок реализации 6 лет и 6,5 года. Далее мы делали анализ. Ранее мы проводили тендер совместно с компанией «Айкон» на проведение этих строительных работ. Выбирали из 14 подрядчиков, определили основных на тот период, мы определяли там. Это было 4, и после этого у нас еще добавился ходос 5 подрядчиков. По цене мы проанализировали на тот период, сколько это все выходит, потом синдексировали на этот период. Далее мы собрали ориентировочную сумму инвестиций, которые необходимо вложить в этот проект, разбили его по годам, по мере необходимости до 1932 года. Текущий этап включает в себя создание буквально новой проектной документации. Материалы, необходимые для стройки, заменяются отечественными аналогами. Уже заключены соглашения с банками и фондом прямых инвестиций. Средства находятся на счетах Ахмат-Тауэра. Сама реализация проекта, наша функция как технического заказчика с привлечением генерального проектировщика, привлечением иностранных консультантов плюс российских консультантов для того, чтобы доработать и скорректировать проектную документацию и адаптировать уже с учетом того, что у нас есть ограничения по санкционным спискам по материалам. Далее непосредственно строительные работы мы планируем выполнять неким открытой книгой, это open book, это выполнение подрядных работ отдельными подрядчиками, чтобы уменьшить стоимость проекта максимально то, что возможно сделать.
Далее мы сделали некий план, схему реализации проекта по всем этапам, что необходимо сделать. Какие процессы должны быть произведены. Разработка там документации для корректировки, наем там иностранного консультанта, наем российских консультантов, которые будут участвовать на этапе разработки и оптимизации проектных решений, прохождение экспертизы, ход строительства, выбор по всем подрядчикам, какие пакеты будут разбиты, какой период времени и что мы с кем будем проводить тогда. Небоскреб, в основу которого лег образ чеченских башен, обещает стать не просто самым высоким зданием, но и обладателем самой высокой смотровой площадки в Европе. Возведение объекта такого масштаба в сейсмически активной зоне требует ювелирной точности. Инженеры заложили в проект уникальные показатели прочности. Глубокое свайное основание и монолитный каркас превращают башню в неприступную крепость, способную выдержать любые подземные толчки. 20% подрядчик лицевого проекта. У нас обойдется 1,5%, максимум 2%. И специалист подрядчик нанимать и разбивать адаптации еще. И каждое направление строительства на тендер еще оптимизация, мелочина, качество голцы уже, садмас мало, сталь дела, а или получение цены дал мало, полностью контролируешь, вы компании, но халиню и башня, а еще что, бог ищет центр, кичем бинахойда. Анварес, очень постоянно имел, что еще был больше, мусульман детализирует, вот это я могу, мусульман, за время войны, кто шушкали. Хитам аля, сумасшедший хал, амел деши или райлер, там дочь, дуния, там дочь, до царского шама цволял. Инже хал цадочен, гордать, и появил линию башни, погона. В Дуне Джохайнс, Китай, что метр в мире такой башни с таким конструктивным решением на 9 баллов. Япония 8,5 или номер 1 решения в Сутешку, в Махках, Кедоломсан, Дел и там Мамдош, в Дохале Мехте, Аман Хаджидала, Кодол, Ха, Шудвизли, Берткана, и Баухарю, и Байнишарю, Алшул, Дала. Здание расположится на живописном берегу реки Сунжа в самом центре Грозного. Рамзан Кадыров лично курирует проект. Он поручил не сбавлять темпов и ответственно отнестись к его реализации в безупречном качестве и привлекать инвестиции. Первое финансирование на перепроектирование получит меню, когда план дорожный будет разработан, когда Бог сюда. Быть взаимодействием с да, 22 школярей, да, железный дом, ходорей дом, дадович дом, бог дом, царский шрама цаудас дом, духовый, саркидальный, здание чена дом, путинский дом, Владимирович дом. Это грозно, серьезно, повидалгиш дом, запахиш дом, давай я и на дом, давай лимиты сейнеш объездом после этого дом. Сама дочь, я мать латалач, чекарудастон, прикрывающий ночью бошня дом. Это что он запал до болмина дастон, Уникальность сооружения подтверждается участием в проекте международных компаний с большим опытом высотного здания строительства. Главным идеологом проекта является Рамзан Кадыров. На сегодняшний день на строительной площадке выполнены следующие работы. Это снесены все здания, которые были там ранее, которые находились. Освобождена площадка полностью от инженерных сетей. Выполнен подготовительный период касательно построены дороги, построены здания общежития, построено здание столовой, построено административное здание, офисное помещение для подрядчиков. Выполнена выемка котлована. Выполнено ограждение котлована, выполнено свайное поле в количестве 216 свай глубиной 64 метра, диаметром 1,5 метра. Общей сложности с использованием более 18 тысяч кубов бетона и 4,5 тысячи тонн металла арматуры. Выполняла эти работы компания Bayer Technology.
Вот. Далее проведена изоляция под фундаментной плитой и закуплены материалы по закладные детали для фундаментной плиты, закладные детали для несущего каркаса и также закладные детали для башенных кранов. Они также приобретены и находятся на строительной площадке. Ахмат Тауэр – это символ созидания и новой эры в истории Грозного. Он, который когда-то казался мечтой, совсем скоро начнет обретать реальные черты. Небоскреб станет гордостью всей страны и ярким доказательством того, что для нас нет недостижимых высот. Лимда Джамалдинова, Руслан Магомадов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики, Вести, Чеченская Республика. Крупнейший исламский культурный центр России выходит на финишную прямую. Святыня и несколько объектов с разными предназначениями объединены в одном комплексе. На месте побывал руководитель субъекта и проверил ход работ. Чем будет отличаться религиозное сооружение в материале Рамзана Абуева? Мечеть, библиотека, муфтият, конференц-зал и типография – все это разместится в новом исламском культурном центре в Грозном. Площадь объекта превышает 14 тысяч квадратных метров. О ходе строительных работ Рамзану Кадырову доложил советник главы Амруди Адильгириев. Здание имеет прямоугольную форму и разделено на 6 блоков. Здесь 2 наземных этажа и 1 подвальный уровень. В 2 смены трудится порядка 250 специалистов. Сейчас рабочие ведут внутреннюю отделку помещений и благоустраивают прилегающую территорию. При этом все необходимые инженерные коммуникации уже подведены. Проект станет крупнейшим культурным центром России. В состав комплекса также входит современная медресе на 500 мест, где желающие смогут изучать религию в комфортных условиях. Непосредственно более 15 тысяч сагана ламызда метк шарю. Тяглона шее болох далигил бы это больше, чего yok яш комплекс юқары. И материал цан хуманса финансирование сделает меца проблемят. Это она махул всех коуч, да трентидильно коуч, дин чакдака, что бан шлилеш, младох что-то. Комплекс выполнен с элементами узбекского стиля. В архитектуре здания гармонично сочетаются современные технологии и традиции исламского зодчества. Центр облицован мансуровским гранитом светло-серого оттенка с легким зеленоватым отливом. Благодаря своей текстуре и светлому тону этот камень часто сравнивают с мрамором, однако по прочности он значительно превосходит его. Высокая плотность и устойчивость к погодным условиям обеспечивают материалу низкое водопоглощение и отличную морозостойкость, позволяя фасаду сохранять первозданный вид на десятилетия. Рамзан Абуев, Магомед Басаев, при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики, Вести, Чеченская Республика. Рамзан Кадыров провел встречу с руководством УФСИН. Главные темы – социальная адаптация и трудоустройство заключенных, их обучение востребованным профессиям и работа на производственных площадках. Глава подчеркнул, что в общество надо возвращать подготовленного и полезного гражданина. Подробности у Медины Мударовой.
Главной темой встречи стали итоги оперативно-служебной деятельности, а также вопросы социальной адаптации и трудоустройства лиц, отбывающих наказания. В первую очередь Рамзан Кадыров поинтересовался работой ведомства. Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чеченской Республике Ахмед Адаев доложил, что по поручению главы региона была создана специальная рабочая группа, которая курирует вопросы занятости осужденных. Активно внедряются программы развития производства. Одно из важных направлений с 2023 года – возможность для осужденных за нетяжкие преступления заключить контракт и принять участие в специальной военной операции. Разрешите доложить о итогах деятельности реализации озвученного вопроса в новой Вести программе реализации, ресализации така царцам беш по Белхше в указании цен и на рабочей группе и рабочая группа в составе правительства даю коммерческие организации, министерство, с Белхшду указанием президента даю программе вое сучуа больше перевоспитание хилаташа уж больше сопровождение отсунуть обобештой. Так хотя кирцам восстановить тадиш помощью организовывать так балх давать побезаешь организовывать что льгот холерцон сот пакет холерцан массуман сопровождение шеше царинил преступлений остающих собаки тут обеш бог профилактический белхшмой 186 общие обращения на 100% исполнение. Ой, махара доходило просто на сегодняшний день заключение контрактов военной специальной операции. Там с первого дня Бобешбом 23 марта 24 года 61-64 федеральный закон сам Бобешбом так поручение цена пьеч регион цен ой сидельче ой чуабохшболнаха ой ночи царь сам контракт задойче в составе наших подразделений, так, Север, Ахмат, Чечня, Ахмат, Царцан, общий ел Пхиротион, 500. Цутявый Бобеш, за 25 год установленный инел план на 109% выполнения иного. Общий с начала СО 23 года юлял федеральный закон, 23 года на сегодняшний день 571 один контракт на 26 год 145 планирован. Тут по плану одолжного. Захмач, мой чуабах беш, хороший патриотизм, олше, шаша урубош. Последний контракт, что заключает деш, вы сболтя на первом месте одолжного. Чеченское управление УФСИН демонстрирует одни из лучших показателей в стране. Особое внимание уделяется обучению. На базе исправительных учреждений функционируют образовательные центры, где заключенные могут освоить 10 специальностей. Работают швейные цеха, участки по металлообработке, производству строительных материалов, сборка мебели. Современные станки и другое оборудование позволяет выпускать качественную продукцию, востребованную на рынке региона. Haberke tuahtaran melko licha agona ostolies saglare рум хирдолш дацер уйц один дол результаты за 25 год. Общий в России третий мест бахной полностью укомплектованность сотрудников на первом месте доной по России. Ит учрежденечка Вести образовательное учреждение ундиновается училище на территории училище школа юин образование школе ахказ больше чубах нахлой войцек школе ахкит суда хаше диплом хума дольше среднее образование хульца. Если кто-то изъявил желание получить высшее образование с Министерством образования и соглашению царца на дистанционном порядке ищет беш бобовой. То она больше ниш ноты года, вы шамел долом баншли лештоной. Захмат швое, тохор войшит яхар, сречел шана, а производство поднятия алир на территории занятых в Биза. То она 70 направлений швоной, металлообработка, так елол станки швой, мебель яшбон, швейные формы штук, на СО формы штегнал и помощь яшонвой. Тагана и боадик дабуш бон, дадулу швейна 3000 би зарплата, на сегодняшний день 13 тысяч дон. Ну, мроттен подравнять яшишта дегудол что. Среднестатистический процентность массового
прикладываться лишнего. Масштабные изменения в ведомстве стали возможны благодаря поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. На территории учреждения построена мечеть на 300 молящихся, а в Аргуне со следующего года планируется построить колонию на 250 мест. Чубах канех, междигдар сотрудникши междигдателишт, обращение на фонду один на 300 человек. Разрус бдаш дох междигдон дел цердойлай. Хица умадар должности любовь. Ой Аргуня колонии поселению на 220 мест. Захмач. С 18 года аяш проектери. От проекта на финансирование царь перекладывать яш. Из-за цадел и этом свой добитина для сотрудников помещений шамелу столовой хилмаизерши по проекту 1,5 миллиарда ахч с резервного фонда ищет на республику ахча дехкан и стройка уже с начала года даю лелеон элмола ищет. Шираню и стройку ну кисе учак я хаусердон. Ищем ну разахваш дересел дельши дадойла таган с первого дня вой сотрудник специальной военной операции участвовал в что он сам humanitätsarna форме клиник шамел долун тон латин дон кинадер молатко кайга абог да акамадис чеквал амлаждия чеквал кичдухон любойом. Рамзан Кадыров подчеркнул, работа с заключенными должна быть направлена не на изоляцию, а на возвращение в общество полезного гражданина. Адам иду задачно наказать вардацию, чтобы он вышел здравомыслящим человеком, он был чтобы был успешным, он наблюдает, что результат, что дал объедки. Захмач сон ахинц элчуман элордер. И направление больше утяжется сопровождение воймалари программа Хаукасан Ялю с программой Гайлса Дауда Мухаммад Патриот ахер масар курировать яши хажа хаш масва рона остал дештон и рона остал дештат ala дешту игасоне ах хорш ахер иштнимани на каждый гумантхон хажа хаша иштадаш бабон и цундер совместными усилиями давно лакимаш больше буки да мола хер больше вон. И я указом президента на территории Чеченской Республики на 250 мест исправительный центр, и он в данный момент в связи с тем, что специальная военная операция уже на Киевский город и иногородный бешвой хабуш наполняемость на 50% бия, так как массовая нехватка. Уж-то общий Киевский регион шаше 50-60 метрик, 70 метрик, прихожат он еще на 250 метрик. Он дон ущай беше 100% трудоустроенный был, так военного еще бюджет чуайсит более мягче лишение колонишка шей дико характеризоваться наш бой судебным решением рассматривать яше ищет перевести бинахбон сега та практически та без происшествий дольше свободный нахбуешь уйран балуш шей машина лили шолш буш шей телефон лили шолш буш кичер лили шатиш уж практически свободно больше та преступление я что ли кабош больше. В завершении встречи Рамзану Кадырову передали благодарственное письмо от руководства УФСИН России. Главе региона преподнесли священный Коран и трость ручной работы. Это изделие, изготовленное самими заключенными. Herway bin boabon çabuk çabuk inni İndiğimiz sakız ağız geçti ona
Wijken dan, na castellali os ook het op. Steeds duurtjes, dat bakkenabels duurtjes dan, zonder doaste dan. Dat is dan. Ramzan dan, is die zonder castellali os hoe dat die shotchik dan. Hij wijken dan, medicijnske preparat det har in dan. Als je hoe hoog snel dan. Ja, just det. Polisaktiviteter och jobb där. Перевоспитание, бомбер, шутер, берсты, собаки, бонус. Встреча завершилась на позитивной ноте. В Чеченской Республике каждый оступившийся получает возможность обрести профессию и духовную опору. Ведь главная цель остается неизменной, чтобы человек вернулся в общество не с грузом прошлого, а надеждой на будущее. Медина Мударова, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести, Чеченская Республика». Стоматологическая клиника Diamond Dent обещает новый стандарт ухода за зубами. Здесь лечат взрослых и детей, используя передовые технологии и современное оборудование. В новом центре побывал лично Рамзан Кадыров и увидел, что предлагает учреждение своим клиентам. Продолжит Рамзан Абуев. Хирургия, имплантация, протезирование, терапия – и все это в новой стоматологической клинике Diamond Dent. Центр оснащен передовым оборудованием, а одно из главных преимуществ – возможность лечения зубов во сне. Рамзану Кадырову продемонстрировали оснащение и планировку медицинского учреждения. Стоматологические. Всего 2000 квадратных метров. Там рабочий кабинет, около 30 окна, так массу условий, еще операционный центр и довольно напротив операционный блок. И опасно. Республика Газан дик оснащенный дик планировками клиники является. Хочу дик клинику. Имплантационный кабинет. Немецкие установки. Всемирно известно, что дик установки 1,5 миллиона махмов сам установки. Бокс для хранения инструментов, мебель, мебель, компьютер, внутренний, локальный сеть. Рентген кабинет, рентген, сразу на монитор, рентген, наладить не уходит. Специальную комнату для детей сада, когда это уже имплантационный кабинет для имплантов. Когда рентген кабинет, это панорамник, мелю, еще, что дорогостоящий, южнокорейский. И производство человека в этой колыше. Це представитель, что ногчи чувствуется, ногчи фирмы стали их представителями даже в России. Рентген кабинет свинцовой специальной штукатурки, специально защищенной полностью, чтобы легко мять излучение, но тем не менее и защитить. Когда кабинет седации, наркотики, указано до. Вот это чтобы под седацией, ключ шоколая, цонг шойкта. Этот кабинет хирург, решил ключом подготовки перед операцией. Ничего хазадики, не мебель, не лица. Цветающий яркий вещь. Со вкусом дики. Терапевты, хирурги, ортопеды и ортодонты. Над улыбкой работает мультидисциплинарная команда врачей с многолетним опытом. Основной фокус на диагностике. Благодаря цифровым технологиям последнего поколения здесь выявляют проблемы на ранних стадиях, что делает лечение быстрым и качественным. Выбрали забот ханюш какая-то. Кафе салон нет, я пойду на нее. Да, это был. Нормально. Локации города. И подковки, постоянно проблемы, что ходить. Док подковки, док плюс туда. Нахан, ты машина нахватит. Сейчас расположение, ничего документа.
Миссия клиники – обеспечить жителям Чеченской Республики стоматологическую помощь мирового уровня. В основе работы лежит индивидуальный подход и золотые стандарты качества. Это гарантирует эффективное лечение без боли и страха. Чем мы можем похвастаться? То, что наше хирургическое отделение оснащено по последнему слову. Оборудование было закуплено у ведущих немецких и южнокорейских производителей. Клиника оснащена самыми последними моделями стоматологических установок производства Германии, Сирона. Рентген-оборудование и стерилизационное также находятся немецкое и южнокорейское оборудование фирмы Милаг и Ватек. В клинике бережно лечат и детские зубки, помогая маленьким пациентам адаптироваться к процессу в релакс-зоне. Медицинское пространство проектировали с фокусом на комфорт и качество. Мягкий свет в зоне ожидания, эргономические кресла, экраны с детализированными цифровыми снимками. Продумана каждая деталь. Diamond Dent принимает пациентов уже более 2 месяцев, доказывая: профилактика – основа здоровья. Жители получили еще один надежный центр, где забота об улыбке доведена до совершенства. Рамзан Абуев, Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. В Урус-Мартане Адам Делимханов провел совещание по безопасности населения, развитию района и подготовке к сентябрьским выборам. К чему призвал жителей муниципалитета депутат Государственной Думы России, узнавала Линда Джамалдинова. Жители Чеченской Республики традиционно и активно участвуют в выборах, рассматривая их как важный механизм дальнейшего развития региона. В субъекте продолжается строительство социальных объектов и современной инфраструктуры, поэтому народ заинтересован в сохранении стабильности и продолжении позитивных изменений. Эту вовлеченность и организационные моменты обсудили на рабочем совещании под руководством депутата Государственной Думы Адама Делимханова. Урус-Мартановский район – это сектор, который находится под его личным кураторством. Особое внимание в разговоре было уделено защите населения от деструктивной информации. В условиях современных вызовов крайне важно сохранять бдительность. Он призвал жителей не поддаваться на провокации и игнорировать ложные идеологии, которые пытаются навязать извне. دينتي بولش نقشليتي بولش لا روش بولش غلقي بولش اش بيخش بو دين دول رئيسي عسامي جو مش بو مثلا نقشي بو ويخك عنقر كوتن قاعدين هم قالنا بوسو باتهم قالنا توردك عون لتشو حج ويتي ثاني دوق وين شادريجي الحمد لله دال خاستن بوق تنديله وين خديزي خلش ليلش تعدو الله دوق زام وجد عياله وجد قشوط قيب خشبو كزك زامياتي دينو خلش بولش ديك بالخنا سامت أبي شادك توام بيخن يو أسخلق دين موسو زودا موسو تقدر أزبيخن هم ديوشو تكتون شاحير والويت تكتون إندي يلزمني قوات دورياتوك نقيدول هما شادرجي خيل تندعوتنا ديل إيتن بخو نقطة جابك تون ديل أتوم نقيدة كيش ويش كليتة دوتش ويش كيجي نقليتة بوتش إمح يخشل جزري شو هو يخش إيش نخيوتي يخش تغلات دوش إنترنت جا ترى هم يازي جذب لك يروتون يدوحلا ها دين دوخن قام دوخن Фундамент сегодняшнего благополучия был заложен первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. Благодаря его воле и решительности 23 марта 2003 года состоялся всенародный референдум. Принятие Конституции стало точкой отсчета новой истории, позволив чеченскому народу самостоятельно определять свою судьбу в составе великой страны. Президент России, референдум خلي حلق شاش سانقيتريا شاش روسيسكي فيدراتي جان ديخ شتوال عمل شا تعور داتر شاشي خلقو بينش خرجم تاخرو عليتو دقم دري الا از اير داتر شادا ديك دين شارعي تخلي عليه شادا بيرتكي ويخلق المكن ايه خليت اي ويخلقو بين خرجم بوخر شابرجي تغن قچا دول Урус-Мартан – это один из развивающихся городов Чеченской Республики. Преображение его среды, новые социальные объекты и рост экономики создают позитивный фон. Район полностью готов к приему избирателей. По сложившейся традиции голосование обещает стать настоящим праздником. На участках ожидаются выступления творческих коллективов и танцы. Так, 91 750 избирателей.
لا مولا عشان حلال ببيش بدل شو بنا شو كيتشن بنا وشو عشقو ده شوي سكتر القارئ ونيل عبيك نحبو مش كايد سنة أتوي بشازة ديستود من نحبو لا مولا دونا وبتش وتم دلرا سعد الشيني وسعد الكاني وش Поддержка нынешнего курса руководства республики среди населения остается непоколебимой. О правильности пути, выбранного 2 десятилетия назад, высказался представитель старейшин района. Alhamdulillah, ده الخاصة وديك 10 واحد وديك عرفنا كتب الأشياء وحرب المهدة رمز حجار عارش وإلا المشي الويل كان سوريا الشبحان وهمش قوما دول الأشياء يشتوش كمان ده مسلمين تشيء دي أساس ده عبارة تل سنوات هذا شو درشة تنتيش بيدوش ويقوم بركة خلال. Многоуровневые выборы пройдут в сентябре текущего года. Все районные ведомства работают в тесном взаимодействии, чтобы обеспечить прозрачность и безопасность процесса на каждом участке. Лимда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Чеченская Республика продолжает привлекать внимание инвесторов и бизнесменов со всей страны. Столицу посетила делегация из Татарстана. Эксперты и предприниматели оценили перспективы для совместных проектов и возможности экономической зоны Грозного. О достигнутых партнерских инициативах расскажет Мадина Кураева. Чеченская республика активно развивается. Здесь возводятся новые объекты, модернизируется инфраструктура и жилой фонд. Создаются благоприятные условия для бизнеса и инвестиций. Именно поэтому делегация из Татарстана проявила интерес к региону. Организаторы программы Торгово-промышленная палата Чеченской республики совместно с представительством главы Чеченской республики в Татарстане при поддержке Министерства экономического и территориального развития региона. Благодаря усилиям главы нашей республики и его команды наша республика позитивно строится, развивается, и, соответственно, предприниматели из Татарстана тоже проявили интерес. Данная встреча, конечно, больше идет в первую очередь такой ознакомительный характер, но уже у них есть понимание, уже какие-то предварительные соглашения подписаны, они и сегодня, и вчера встречаются со строительными компаниями, общаются, договариваются. Делегация прибыла в Грозный в рамках бизнес-миссии «Поиск инвестиционных возможностей и перспектив для партнерства в регионе с высокими темпами роста и преференциальными режимами». Гостям подробно рассказали о потенциале субъекта, включая рынок жилья, где ожидается рекордный ввод более 1 миллиона квадратных метров. Обсудили локализацию производства и использование льгот особой экономической зоны Грозный для импортозамещения в сегментах строительных материалов и химической промышленности, а также гостиничной и туристических сферах. Кроме того, внимание уделили доступу к льготному финансированию и административному сопровождению в рамках объявленного в республике года малого и среднего предпринимательства. Наглядно показали масштаб строительства, стоимость жилья, очень доступные условия приобретения жилья, то есть рассрочка, без первоначалки, есть без, по канонам ислама. Среди участников 2 человека хотят купить квартиру в нашем регионе. Делегации продемонстрировали возводимые объекты столицы. Один из них – многоквартирный комплекс «Панорама» на 580 квартир. Гости остались под впечатлением от масштаба строительства в республике. Очень впечатлен стройкой, очень впечатлен ипотечной программой, а именно, вот правильно, если я говорю, исламской ипотекой, да, правильно говорю, что человек может взять пусть немного дороже квартиру, но при этом получить рассрочку до 60 месяцев. Меня это очень впечатлило. Я считаю, что перспективная локация для инвестиций. И еще очень сильно впечатлило это порядок на этой стройке. То есть вот мы сейчас посещаем стройку, весь порядок, весь материал лежит на своем месте. Это я для себя бы рассматривал и посоветовал бы друзьям как инвестицию рассматривать здесь покупку и приобретение недвижимости. Даже очень захотела стать инвестором, потому что такие интересные проекты на таком достаточно мировом уровне, сравнимо с Дубаем и другими странами.
На сегодняшний день, посетив данное строительство, видно, что все очень качественно, достойно. Пообщались еще с другими застройщиками, делают большой акцент именно на выбор поставщика, на качество. И, соответственно, еще что привлекло, что здесь помимо возводят дома, также строится инфраструктура, озеленение, мосты. То есть хочется сюда возвращаться и возвращаться, и однозначно приедем сюда еще раз. Эксперты уверены, что дальнейшее сотрудничество принесет взаимную пользу, обеспечит обмен опытом и поддержит развитие экономических и социальных инициатив. На этом программа пребывания делегации в республике не заканчивается. Впереди у гостей знакомство с уникальным российским университетом спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Мадина Кураева, Саидамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. Американский эксперт Скотт Риттер вместе с коллегой в рамках визита в Чеченскую Республику почтили память первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Оценили деятельность Российского университета спецназа имени Владимира Путина и уникальные вездеходы Чеборс. Делегация также побывала в Шали и посетили мечеть «Гордость мусульман». С места событий моя коллега. Американский военный эксперт Скотт Риттер вновь на чеченской земле. Это уже третий визит аналитика в регион. В этот раз вместе с ним приехал и его коллега, политический обозреватель Гарланд Никсон. Программа пребывания началась с посещения мемориального комплекса имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Гости почтили память героя России и ознакомились с исторической экспозицией. А после чего в стенах Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» записали интервью с президентом Академии «Субъекта». Пыль из-под колес чеборзов и запах пороха – это будни крупнейшего тренировочного центра. Но сегодня здесь особенный гость. Его главная цель – понять, как куется стальной кулак, о котором говорит весь мир. Скотт Риттер посещает Российский университет спецназа имени Владимира Путина каждый раз по приезду, отмечая стремительное развитие его инфраструктуры. Инструкторы центра продемонстрировали ему современные методики подготовки подразделений. Гость лично протестировал различные виды стрелкового оружия. Внимание эксперта привлекли и уникальные разработки местного производства багги Чеборс. Высокопроходимые вездеходы, серийно выпускаемые на заводе Чечен-Авто в Аргуне, отличаются легкостью в эксплуатации и маневренностью. Скотт Риттер оценил ходовые качества машины на полигоне. По словам аналитика, уровень технической оснащенности, системный подход к военной подготовке в республике производят глубокое впечатление своей продуманностью и масштабом, подчеркнув, что у зарубежных спецслужб есть чему поучиться. Подготовка достаточно серьезная, очень серьезная, я бы сказал. Здесь тренируют людей идти и побеждать. И это третий раз, когда я посещаю университет спецназа. Я вижу, что с каждым разом он улучшается. От военных объектов к шедеврам архитектуры. Далее гость посетил город Шали, где расположена гордость мусульман, крупнейшая мечеть в Европе. Белоснежное сооружение, облицованное редким греческим мрамором, поразило гостя своей эстетикой и вместительностью. Визит совпал с призывом на обеденную молитву. Я знаю, что азан это является важной частью для развитых мусульманских стран. Иногда западные люди раздражаются и не понимают этого. Но когда ты понимаешь значение и причину азана, ты принимаешь это и понимаешь это. И я, когда услышал сегодня этот азан, я почувствовал умиротворение и радость. Четырехдневная программа пребывания обещает быть насыщенной. Запланирован ряд встреч и интервью с известными личностями Чеченской Республики, посещение пейзажных горных местностей региона. В дальнейшем из всего собранного материала планируется сделать документальный фильм. Гости прибыли сюда по приглашению Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Для иностранных аналитиков это хорошая возможность увидеть реальность без фильтров западной пропаганды и транслировать объективную картину происходящего на мировую аудиторию. Имда Джамалдинова, Алисхан Коцулов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.